Здравствуйте, это «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии – заместитель председателя Федерации профсоюзов Якутии Валентина Кирилловна. Валентина Ивановна, здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить об оказании помощи пострадавшим от весеннего паводка. Да? И паводок на реках Якутии – это, конечно, самая обсуждаемая тема сейчас, в ближайшие дни. Да? И пострадавшие от природной стихии уже нуждаются в помощи, и многие, и жители, и земляки, и Федерация профсоюзов, и просто коллективы рабочие, да, трудовые уже начали оказывать свою помощь. И вот хотелось бы, конечно, спросить, вот профсоюзы Якутии уже выступили с обращением к населению республики о сборе помощи пострадавшим от паводка, да, о том, чтобы призвав трудовые коллективы направить однодневную заработную плату. Еще известно, что Федерация профсоюзов Якутии направила обращение в Федерацию независимых профсоюзов России и коллегам профсоюзам из Дальнего Восточного округа. Кто вообще откликнулся на эту просьбу? Спасибо за вопрос, ну и в целом за приглашение сегодня на данную передачу. Но вообще надо сказать, что в такие моменты, когда приходит беда, конечно, все, кто живет в нашей республике, всегда откликается. И Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия, конечно же, как и предыдущие такие моменты, в этом году тоже сразу рабочую неделю начала вот с обсуждения этого вопроса. И мы в понедельник собрались с председателями республиканских комитетов и провели оперативное совещание. А вообще вот то, что мы приняли обращение, это мы всегда принимаем обращение, как самая многочисленная общественная организация. Ну и, конечно же, обратились не только к жителям нашей республики, к трудовым коллективам, но и обратились, конечно, в Федерацию независимых профсоюзов России. И очень надеемся, что реакция будет. И если посмотреть по предыдущим годам, то мы получали большую поддержку от наших коллег, от территориальных объединений организаций профсоюзов многих регионов. И мы в этом году также надеемся, что это будет. А вообще вот сразу получить, мы обратились в понедельник, сегодня только среда, сказать о том, что нам сказали, столько помогут, это было бы, скажем, неправильным, наверное, потому что решить такой вопрос одновременно это, наверное, сложно. А вот в течение этой недели мы получим ответ. Ну, как показывает практика, вы говорите, в принципе, откликаются, да, соседние регионы на помощь? Ну, конечно. Если даже посмотреть вот предыдущие такие вот, скажем, годы сложные весеннего паводка, то если привести пример 2010 года, то мы получили очень большую поддержку. Это где-то мы собрали тогда, то есть привлекли где-то более 1 30 000 000 рублей. Это были финансовая поддержка от наших регионов Дальневосточного федерального округа, территориальных объединений организаций профсоюзов. Это и Приморье, Хабаровск, Сахалин, Амур. Ну и, конечно же, кроме этого, нам еще помогли и Волгоград помог, и Башкортостан, и другие. То есть вот именно принцип единства и солидарности профсоюзов всегда они откликаются. Валентина Ивановна, ну, также в республиканских отраслевых профсоюзных комитетах уже вовсю проводится работа по организации помощи. Вот какие средства уже направлены и кому они адресованы? Конечно же, наши республиканские отраслевые комитеты сразу начинают работу по, скажем, сбору информации о тех пострадавших членах профсоюзов, которые проживают на данных территориях. И мы уже в понедельник получили информацию от нашего Координационного совета организации профсоюзов Амгинского улуса о том, сколько человек пострадали по всем отраслям. И этот список составляет 226 человек. Это и образование, это и здравоохранение, это и энергетики, это и культура, это и государственные учреждения, и жилищно-коммунальное хозяйство. Всего 226 человек. И после, вот скажем, понедельник, вторник, сегодня среда, и я вот сегодня говорю о том, что реально уже перечислены средства, это более 500 000 рублей, конкретно это Республиканский комитет профсоюза работников образования направил целенаправленно 100 000 рублей на счет Центральной улусной больницы Амгинского улуса. Кроме того, агропромышленный комплекс тоже перечислил 95 000 рублей, Риском профсоюза работников культуры 200 000 рублей. Кроме этого, Риском профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания более 100 000 рублей. Ну и, конечно же, плюс к этому надо
сказать о том, что за эти дни уже проводятся и другими нашими республиканскими комитетами. Например, Республиканский комитет профсоюза работников образования. В Амгинском улусе пострадало 106 членов профсоюза, и они приняли решение о том, что в течение лета, начиная вот с мая месяца, им всем будет оказана помощь в размере 10 тысяч рублей каждому. Но я считаю, что эта сумма достаточно, скажем, серьезная для нас, потому что именно бюджет республиканских комитетов профсоюзов и Федерации профсоюзов именно формируется на основе членских профсоюзных взносов. Так что вот профсоюзу образования предстоит очень большая работа. Но кроме того, вот наши республиканские комитеты со своими трудовыми коллективами, то есть будут проводить различные другие благотворительные акции. Это будут и ярмарки, это будут и благотворительные концерты, ну и формат, скажем, помощи, ну, смотря от того, кто, скажем, какое решение примет. Так что работы много предстоит. Валентина, ну мы вот в основном сейчас с вами говорили о профсоюзных организациях, о комитетах, да? А как вообще могут присоединиться к сбору помощи обычные граждане? Вот существуют ли какие-то в первичных организациях сборы пунктов, либо специальные счета в банках, да? Куда можно вот перечислить денежные там средства? Вообще надо сказать о том, что вот именно всегда, вот когда у нас настигает беда во время весеннего паводка, население нашей республики очень активно откликается на оказание помощи. И я считаю, что вообще вот мы всегда профсоюзу оказываем именно целевую персонифицированную помощь, то есть членам профсоюза. Конкретно, например, в этом трудовом коллективе профсоюзной организации столько членов ими отправляются. Ну и, конечно же, на местах любой желающий может помочь обратиться в первичную профсоюзную организацию или улусные комитеты профсоюзных организаций для того, чтобы оказать свою помощь. Но кроме того, конечно же, они могут принять участие в проводимых ярмарках, благотворительных концертах, там субботниках и так далее, для того, чтобы внести свою лепту. А если вообще взять по республике Саха-Якутия, на сегодняшний день вот по двум улусам, конкретно по Амгинскому улусу и по Ушмайскому улусу, уже открыты счета. Их не именно для улуса конкретного. И они вот на эти счета могут перечислить свои средства. Кроме того, сегодня открыт счет при Государственном комитете по жизнеобеспечению для перечисления средств. Вот и на этот счет. То есть каждый желающий может найти свой формат оказания помощи. Так что вот я считаю, двери открыты всем. Ну, как известно, профсоюз является одним из первых, кто приходит на помощь вот в подобных ситуациях. И вот уже ранее были подобные ситуации, да, то есть разрушительного характера, да, связанные со стихией. Вот можно же сказать, что система, в принципе, уже как бы, ну, как это грубо бы не звучало, налажена, в принципе, в подобной ситуации, да. Кто помогает вообще доставлять эту помощь, к примеру, вот на местах конкретно? Ну, в принципе, я с вами согласна, что за все годы, потому что все равно вот весенний паводок всегда приводит к таким ситуациям, когда вот приходит беда, скажем, в определенные семьи, в определенные населенные пункты. И, конечно же, мы всегда вот в такие моменты, самое главное, это начать организационную работу. Мы обычно, вот Федерация профсоюзов, создаем инициативную группу, потом в инициативную группу входят все председатели наших республиканских комитетов. Первая работа, с чего мы начинаем, это формирование списка пострадавших членов профсоюза по нашим отраслям. А потом уже после этого уже начинается сбор средств для того, чтобы, скажем, направить нашим вот членам профсоюза, конечно же, не только финансовая, но и материальная поддержка, да. Но вот на основе опыта предыдущих годов хотелось бы сказать о том, что сбор вот различных вещей вот, и так далее, это не всегда он востребован. Вот опыт предыдущих лет показывает о том, что вот часть того, скажем, собранного материальной помощи, ну, вещей и так далее, в основном часть остается невостребованным. Это мертвый груз. И потому, конечно, на сегодняшний день мы вот пока вот приняли такое решение о том, что в основном будем направлять свое внимание на привлечение финансовых средств, чтобы эти финансовые средства направить конкретно людям, для того, чтобы они
они, исходя из своей внутренней необходимости, излишних, скажем, да? да, потерь, они могли бы на это, скажем, приобрести именно то, что им нужно. То есть решить те проблемы, которые необходимо решить. Конечно же, кроме этого, все равно наши привычные профсоюзные организации на местах, они собирают и такую помощь. Это предметы первой необходимости, то, что человеку необходимость в первую очередь, когда ты теряешь все. Конечно, тут не отказываться не от чего, но я хотела бы сказать о том, что если мы собираем вот такую помощь, то необходимо собирать только новые вещи, потому что сегодня уже, скажем, вторичная, скажем, вот такая особо... Ну, чтобы не получилось, что Да. остается какой-то груз, да? Да. Валентина Ивановна, но в своем обращении Федерация профсоюзов республики обратилась и к работодателям по поводу сохранения средней заработной платы на период вынужденного простоя. Как вы вообще можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, Как идет вообще работа? Есть ли какие-то трудности, может быть? Но, в принципе, надо сказать о том, что, тоже говоря из опыта вот предыдущих годов, то никаких вот таких спорных вопросов, да, у нас особо не возникало. Потому что вообще мы, северяне привыкли приходить на помощь к своим близким, родным, односельчанам в любую минуту и не требуя ничего, да, ну, скажем, там... Не считаясь тем, например, вот меня пригласили в группу, которая будет ночью там следить за повышением уровня воды, да, ну там 4 часа, 5 часов. Ну и, конечно же, я прихожу и уже безвозмездно сама буду заниматься этим вопросом. Но есть и такие моменты, наверное, когда конкретный какой-то отдельный гражданин говорит о том, что вот он 5 часов там побыл в неурочное время, и он хочет, чтобы это время ему, работодателем, было бы, скажем, восстановлено. Но, конечно, на основании законодательства он на это имеет право. Но для того, чтобы если идти по закону, то, конечно, работодатель только с письменного согласия имеет право его направлять, скажем, вот на такие моменты. Но я пока по, скажем, практике нашей работы никаких вот таких жалоб к нам не поступало в предыдущие годы. Ни потому, скажем, вот по условиям труда, ни по, скажем, по другим вопросам. Валентина Ивановна, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Мы надеемся, что помощь она найдет своего адресата, да, и каждый будет услышан. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Валентина Кириллина. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Я напомню, что мы продолжаем следить за развитием паводковой ситуации.